Озерда Эрвен Давахар, Сагвик, Цинма, Ходац, Ошахрир, Деймо, Хумахбые, Шогуна, Дей, Шогумри, Дей. Allah dağışı barça bu moment. Арали, Сагам. Хан вудё мемачи, юх. Дальше могу мерз вожёт на тола. Это видео стало одним из последних, где запечатлен Магомед Нальгиев. Живым на родину он не вернулся. Человек, на счету которого десятки спасенных жизней. На похороны в родном доме спасателя в селении Плиево собрались родственники, друзья и сослуживцы. Выражая соболезнования родным и близким покойного, каждый вспоминает о нем с большой теплотой. Работник Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев погиб 20 сентября. В тот роковой день в 9-этажном жилом доме в подмосковной Балашихе из-за утечки бытового газа произошел взрыв. Он прогремел в 8:30 утра. Обрушились 3 этажа. Повреждено не менее 10 квартир. По последним данным, в результате трагедии пострадали 27 человек. 7 из них погибли. На место происшествия выехали спасательные расчеты. За 3 часа сотрудники МЧС извлекли из-под завалов почти всех жителей. Эвакуировали 170 человек. Не удавалось добраться лишь до матери и ее 5-летней дочери. Спасатели разбирали завалы, чтобы добраться до пострадавших, но в это время на сотрудников МЧС рухнула бетонная плита. 4 спасателей, получив серьезные травмы, были доставлены в больницу. 2 умерли на месте. Вместе с нашим земляком Магомедом Нальгиевым под завалами погиб и сотрудник 201-й Балашихинской пожарно-спасательной части Олег Калмыков. У него остались жена и 3 детей. Это ребята, которые знали, куда они идут, что они делают, знали свою работу. Они знали, что там находится женщина с ребенком, и они, у спасателей, как правило, закрываются на опасность глаза. И это неоднократно приходилось видеть при проведении очень многих работ. Магомеду Нальгиеву было 42 года. Был женат. Настоящий профессионал своего дела. Он неоднократно спасал людей из таких же поврежденных домов. Окончил Академию МЧС в Москве. Свой путь спасателя он начал в родной республике. С уважением и гордостью о нем отзываются его товарищи, с которыми он служил в отряде РЗИ с 2003 года. Среди тысячи желающих Магомед Нальгиев был одним из тех, кто блестяще прошел отбор в тогда еще формирующийся отряд. Дальше да Бог бихавул волчи. Первый раз зачем первый опасный волчи юахтичи. Хаги сетей пар хамдал что яхи он ахчина азиалар что действительно сагвар он авар эздивар он яхжул дэша мелдуазу хамди содализар. Магомед являлся одним из достойнейших ребят, спасателей. В коллективе он имел огромное уважение, авторитет. В общем, все, что можно сказать за человека, все было при Магомеде самом. Дал еще есть цена. За плечами Магомеда Нальгиева большой опыт участия в различных спасательных операциях. Он также награжден за помощь жертвам наводнения на Дальнем Востоке. В 2013-м был одним из тех, кто стоял по колено в воде, удерживая руками Мылкинскую дамбу, которую чуть не разрушил разыгравшийся шторм. Благодаря усилиям Магомеда и его коллег дамба осталась целой, иначе бы прорвавшаяся вода смыла бы половину города. Его доброту, искренность, отвагу, качества, необходимые для спасения людей, по словам близких, ценили и коллеги, работавшие с ним в Ногинске. Мола хават, ну остров, один лоз анса говорил. Украина ердабахташхан, сывыр. Положнат яв говорит. Аллорию нусел. Это башт бош. Соуч хас вот это их вот вещь.
Свободное от работы время Магомед Нальгиев увлекался спортом, серьезно занимался боксом и дзюдо, участвовал и побеждал на турнирах разного уровня. В прошлом году стал победителем в номинации «Лучший спасатель-2022» в Ногинске. Хороший сын, верный товарищ, настоящий профессионал своего дела и просто человек с большим сердцем. Искренний, отзывчивый и добродушный. Любимый родными и близкими. Таким он останется в памяти всех, кто его знал. Ну а для нас он еще один сын, которым по праву может гордиться весь ингушский народ. Далгеш Толцин, Дал Агедамбоп. Дана Плиева, Алия Кильгов, Акрамат Дасхоев. Новости 24.